Всем привет! 21 июня на календаре, суббота, рабочий день позади. Как вы видите, одет по-зимнему, холодрыга. Вчера еще умирали от жары, работал на грядках, заходил домой под вентилятором остыть немножко, а сегодня уже собачий холод, где-то 5-6 градусов, не больше, северяк, волна. Вот сейчас вот зашел тут в курюшку, думаю, покидаю спиннинг немножко. В общем, ну если я включил камеру, значит что-то клюнуло, потому что, думаю, поклевки не будет, камеру даже доставать не буду. В общем, вот, окушок чуть больше воблера. Вот он, вот такой окушок. Пробовал резину, вертушку, раз по 10 кидал, ни одной поклевки, поставил воблер, на третьем забросе клюнул. Ну, попробуем, поснимаем, может быть что-то еще клюнет. Посмотрим сами, попробуем заснять, ну, чтобы вам показать нашу сегодняшнюю рыбалку. Настроение, как бы, не знаю, посмотрели вы, не посмотрели мой предыдущий ролик, где я, поймал совсем немножко. Пару язей, там, с десяток окуней, ершей, штук 15-20. Ладно, пишите в комментариях, стоит ли заливать, выпускать такие ролики, когда рыба практически не ловится совсем. Вода, как вода? Вода упала, она уже не весенняя, но еще далеко не летняя. Появились вот такие кувшинки, травки, это все берег должен быть там еще. Попробуем, что получится, то получится. В общем, остановились, в принципе, на рыбном месте, только здесь я обычно рыбачу летом. Попробуем покидать вдоль кустика, если зацепов не будет. Нет, тут много зацепов. Надо сейчас немножко толкнуться, наверное. И пусть нас ветром поднимает потихонечку против течения. Тут как бы мелко, много травы. Или помедленнее крутить так. Хочется поймать щучку. Соскучился я уже по щуке, по жареной щуке, по малосольной щуке. Да и вообще по клевкам щучьим. Так, ладно, выйдем немножко на середину. А то здесь слишком мелко. По слухам, уже рыба начинает поклевывать на спиннинг, щучки. Крупных пока нет, но около килограмма щучек уже. Оп, есть поклевка. Опа! Вот и она, вот и она. Вот и она, это наша щука. Походу щука. Да, это щука, вот она, вот она. Так, как уже фрикцион-то здесь сделать? Около килограмма щучка. Так, что, попробовать с очком. Так, тихо будь. Так, наша. Вот наша Янскадан. Вот и первая щучка летнего сезона. Не зря мы остановились, не зря мы начали нашу рыбалку. Вот она. Первая и, дай бог, не последняя. Вот такая вот красота. Около килограмма, наверное, будет по-любому. Ударила на воблер. Зацепилась двумя крючками. Капитально зря боялся. Она на оба крючка попала, получается. Раз. Крючок.
Буквально второй или третий заброс. Так, вот так вот. Вот такая вот шуренция. Ай, вкусняшка. Сегодня обязательно голову, хвосты пожарим. Ну, пока голову и хвост. Пока в единственном числе. Но думаю, начало есть. Значит, продолжение будет. Дай бог. Теперь я уже просто так домой не уеду. Я буду до Талова рыбачить. Не взял с собой ни термоса, ни чая. Пусть я буду голодный до вечера. Зато вечером вкусненько покушаем. Жареная щучка — это супер класс. Не взял с собой контейнер со льдом сегодня, потому что на улице холодно и рыбе ничегошеньки не будет. Вертушечку не захотела брать. На резинку кто-то поднимался, не понял, язи. Скорее всего, это язь был или крупный окунь. А на воблер вот попался окунь практически сразу. И сейчас он ударила щука. Получается, щука есть. И она вроде бы как хочет есть. Ну-ка, там мелко, наверное, там трава. Но на мели, я так думаю, тоже щука есть. В общем, будем обкидывать все. И береговую зону. И подальше попробуем покидать, потому что здесь как бы возле берега не так-то, не очень глубоко. Тут это все скоро, очень скоро, когда вода будет падать, все будет берег все будет, вот это все будет берегом. Воды еще много. Ну, рыба начала поклевывать, и это здорово. Это намного интереснее, чем продольники вживую. Ведро не опрокинь. Все, понесло течением. Это значит, ветерок поутих немножко. Так поднимало против течения. Или просто от берега подальше отошли. Значит, можно кидать туда, к берегу теперь. Тут вон можно сплавляться и сплавляться целый день. Трава. С утра до вечера хрен сплавишься. Хорошее место. Жалко, что далеко только от нашей деревни. Только что здесь прыгнул язь. Пару раз дернул. Вон, сейчас попробуем на мушку его поймать. Пару раз дернул воблер. Вот, во. Опять поднимался. Не крупный язь. Ну, не поймался. За воблер пару раз что-то тыкал, потом я уже начал поднимать, он за мушкой кинулся и поднялся. Язя везде много. С мушками говорил сегодня с Василием. Рыбачил на мушку, на бомбарду. Харюсков поймал только 3 или сколько там. Зато язей штук 15-20 с утра, наверное. Везде язь. Не хочет резинку поменять. Может быть, и возьмет на резинку, но мы не язя пришли сюда ловить. Мы пришли ловить сюда щуку.
Так что, если клюнет, клюнет. Нет, так нет. Подстраиваться под него точно не будем. Прибило к берегу. Надо выезжать. Ладненько, крайняя проводка, и все, выеду, переедем на другое место. Есть поклевка. Сход. Была поклевка на муху, на мушку. Скорее всего, это был подъязок. И сошел. Также, по идее, может взять окунь, хариус. Но хариуса-то здесь нет, конечно. Хариус в основном на перекатах. Ну, бывает, мушка срабатывает. Есть, конечно, свои неудобства с этой мушкой, но не убираю, потому что иногда работает. Была поклевка, исход, но это вроде бы язь был. Взял на воблер, но вроде бы это и был язь. С воды толком не выходило, но блеснуло что-то короткое. Щука подлиннее будет. Забросов 20 уже, наверное, сделал, не было поклевок. Немного переехал. И буквально зацеп, что ли? Ёшкин кот, точно. В траву. В общем, минут 15 еще покидаем. Если поклевок не будет, попробуем поменять воблер. Может, цвет не нравится, может, что. В общем, будем подбирать. Ну, в принципе, этот воблер-то рабочий уже не первый год. Рыбу он поймал немеренно. И как бы ловится. Уловистый, скажем так, воблер. На втором месте после донбасского воблера. Донбасский воблер, кстати, на этом месте где-то покоится на дне вместе со спиннингом. Уронил случайно с лодки. Сразу пошел на дно. Это что такое? Зацеп. Так, есть поклевочка. И это у нас язентий. Бульк. Не наш. Тоже на воблер клюнул. Вот так вот. Сами видите, если он кидается на воблер, то, естественно, он кидается на все живое, что шевелится, и уничтожает всю молодь рыбу. Хищник номер один, от которого нет спасения на этой реке. Миллионы, миллиарды этого язя. И кто бы что ни говорил, посылая проклятие, браконьер туда-сюда. Если не понимаете всю ситуацию, то, что у нас на реке творится, не пишите глупости. Язя очень много. С каждым годом становится его все больше и больше. И он хищник номер один. Вот опять была поклевка. И его просто надо уничтожать. Иначе скоро, кроме язя, на реке никого не останется.
Ну, может быть, ёрш еще, потому что навряд ли язь есть ерша. Хотя кто его знает. Есть поклевка. И это вроде бы окунь. Неплохой. Нет, опять язь. Опять язь. Вот такой вот язентий. Он забагрился снизу. Тихо. Ушел. Тихо, тихо, тихо. Один окушок, один язи, одна щука. Поставил вот такую блесенку Мэпс троечка. Дорогущая блесна. А здесь как бы более-менее глубоко. Коряк, кустов нету. Попробуем покидать. Блесна харюзовая. Если на перекате покидать, хариус на нее ловится, и как бы на щук в кустах, в траве стараюсь ее не использовать. Экономлю, так сказать, потому что дорогие блесна жалко терять. Хорошие дорогие блесна. Ну. Далековато отнесло от берега. Здесь уже глубина, наверное, мама, не горюй. Немного подъедем. И есть поклевочка. И это у нас опять язь. Тихо, тихо, тихо будь. Мэп сработал. Ладно. Кидаем мезя ведро. И попробуем еще раз поменять, что-нибудь покрупнее поставить. Типа воблера что-нибудь. Вот, попробуем поставить вот такую вот блесну. Мэпс троечка. Древняя. Уже, наверное, лет 15 этой блесне. Нет одного крючка. Был тройник, стал двойник. Вот чего-чего. Вот эту блесну мне точно не жалко терять. Не хотят старую блесну брать. 10 забросов примерно сделал. Ни одной поклевки. Так. Еще поменяем. Сейчас попробуем поставить вот такой вот желтый воблер. В общем, будем экспериментировать. Искать ключик. А, это хреновый воблер. Он очень плохо играет. И он стороной, да нет, через раз. Как-то он в сторону идет. Ну ладно. 10 раз закину. Посмотрим. Вот так вот, изображая раненую рыбку. Нормально играет. Если щука есть, по идее. Но он не плавающий, он тонущий воблер. В общем, подбираем ключик, экспериментируем, меняем блесна. До первой поклевки. Такую вот гламурненькую рыбку поставим. С лопатой. Наверное, глубоко заглубляться будет. Ну да. Десяток забросов.
желтого воблера не захотели. Блин, начало было хорошее. Я думал, будет веселее. Нифига. Ни на что не берет. В общем, вернулся к своему золотому воблеру. Золотистому. На него хоть что-то поклевывало. Вот такой вот. Спинка красная, брюшко белое, бочина золотого цвета, золотистого. Оп, вот и сразу поклевка. Так что не надо ничего менять, а ловить на то, на что ловится. Что там у нас? Язь. Язь. Поймали за хибатуру. Ладно. Ясь так ясь. Будем собирать на консервы. Будем чистить и замораживать. Соберем порцию 7,5 килограмм. Грубо говоря, ведро язя соберем. Сделаем консервы. Это на продольнике можно было ведро за раз поймать. У нас... Опа, опа, это была щука. Это была, друзья, щука. Не меньше, чем та. Вот такая вот где-то. Но, к сожалению, сошла. Так что воблер воблеру разница. Ну, повторение будет? Нет, навряд ли. Укололась неплохо. Рыба и так осторожная, а после того, как укололась, навряд ли она возьмет, наверное. А если поиграть вот так вот. Рыба есть. Она просто неактивная. Но не совсем мертвые. Опа. Пробуем поэкспериментировать. Всякие разные проводочки. Это уже не возьмет по-любому. Ее теперь может соблазнить только живой живец. Вот язя этого кинуть. Может быть, язя хапнет. Еще немножко переехали. Попробуем. Вот такая вот заводюшка. Может, здесь щука есть. Голодная щука. Главное, чтобы здесь сетей не было. Оп. Что-то клюнуло. Окунь, наверное. Что-то не крупный. Да, это окушок на мушку. Вот и мушка сработала. Мне кажется, тут, если закинуть удочку с червем, этого окуня можно надергать. Ну, я так думаю, если он здесь есть. Он тут вообще не течение, тиховод. Ну, если хочет, пусть берет воблер. Основная наша задача сегодня поймать щуку. Одну мы поймали. Ну, хотя бы вторую еще. А еще лучше третий. У нас сейчас трое. Леночка пока еще не приехала.
Ромка на работе. Ну, с супругой Дагенчик. Нами 3 штук хватит. Мальки играют. По-любому здесь рыба есть. Но не хочет есть. Прямо возле лодки. Вот так вот начал играть. И возле самой лодки кто-то накинулся на воблер, но промахнулся. Ну, вроде бы это язь был. Везде одни язи. Ну, кто-то там, где-то там. Вот, о, видели, да? Второй раз. Опять промахнулся. Хорошо играть, когда воблер плавающий. Раскусил он меня, походу. Оп, есть. Ах, сход. Вот теперь уже он был на крючке, но сошел. Язь, наверное, я так думаю. Второй раз он уже не возьмет. Нет, еще кто-то поднимался. Или он же, или другой язь. Удочку, что ли, достать, попробовать. На червя он сразу должен, наверное, клюнуть. Сейчас достанем, пожалуй, удочку, попробуем. Щука не хочет, хоть язя подергаем, если получится. Что, попробуем. Поплавочная удочка, грузик и вот такой вот крупный крючок с червячком. Глубину сделаем небольшую. Чтобы не зацепить никуда. И нифига, я думал, поклевка сразу последует. Ладно, закинем подальше от лодки. Не тут-то было. Оп, нет, была поклевка. Вот она, поклевочка. Вот. Ну, что-то мелкое. Было бы что-то крупное, уже поплавок бы утонул уже. Если бы это был язь. По-любому не язь. О, вот он язь. Вот он там плесканулся. А, все, червя уже нет. Уже кто-то съел. Мальки, возможно. Оп, оп, есть поклевка. Оп.
Вот я же говорю, это язь. Сразу, опа. Вернее, подъязок. Только закинул, и сразу поклевка. Вот вы представляете, какая плотность этого язя здесь. О, пошел. Пошел. Это что-то мелкий. Это что-то мелкое. О, пошел. Ну, давай. Давай. Плотва, наверное, это. Язь он сразу хапает. Это долбит, рвет червя. Или плотва, или гальяна. Оп. Оп. Я же говорю, плотва. Вот она, плотва. Вот они и долбят, рвут червей. Если бы мелкий крючок здесь был, можно было эту плотву тоже здесь надергать неплохо. Плотва, плотвичка. Вот плотва мне точно в соленом виде не очень. Я люблю ее только вяленую. Жареная она косливая. Если жарить. Ну, консервы еще можно сделать. А так вяленая, особенно зимняя с икрой, вполне нормально тоже. Ну-ка, если к кустам сюда забросить. Оп. Окунь. Вот это уже хорошо. Окунь, это уже хорошо. А блесну брать не хотят. Так. О, стайка окуней. Это уже интересней. Видали, да? Щука накинулась на поплавок. И надо будет перевязываться. Спасибо, что выплюнула. Надо будет обязательно... Я даже сильно не тянул, потому что знал все равно, что она перекусит. Заглотила поплавок. А воблера не хочет. Хорошая щука. Килограмма на 1,5-2, наверное. Получается, настоящего она. Ну, поплавок. Частенько бывает вот этот красный поплавок. Заглатывает щука. Есть же она, получается, а не берет.
Так, ладно. Попробуем перехитрить ее. Дадим этой рыбке всплыть. Хорошо, хоть не перекусила. Чё ж ты на воблер-то так не прыгаешь? Такая вот хорошая щука была. Снял еще один воблер. Трехсоставной. Сейчас покажу. Он как хорошо тоже играет. Вот такой вот воблер. Трехсоставной. Шумит шариками и плавающий. Далеко убежать она по-любому не должна. Она где-то здесь. Но очень осторожно. Так, поставил опять красный воблер и что-то клюнул, но это, наверное, подвязок. Нет, карандаш. Карандаш. Опа. Иди гуляй. Зацепился слабо. Жить будет. Если бы проглотил даже лутка, пошел бы в ведро. Или даже жабры бы повредил. А этот пусть гуляет. Ну где тот крупный-то, блин? Получается, красный воблер работает лучше. Поплавок, кстати, тоже красного цвета. Ярко-красного. А ярко-красного воблера у меня нету. Ну, здесь же, ведь здесь. Активности 0. Покидаем еще удочку немножко и поедем искать голодную рыбу. Здесь она что-то вообще кушать не хочет. Столько времени потеряли из-за этой щуки, так и не поймали. Один раз показала себя, прыгнула на поплавок и все. И вот еще одного шпингалета и все. Не клевый сегодня день, это однозначно. Может быть, ближе к вечеру что-то изменится, но пока все вяло. О, нет, не вяло, вот он. Это что такое? Походу это язь. Так, ну-ка, пробуем. Ну да. Язеньки забагрили. Заплавник. Это как в анекдоте получается. Мужики хвастают. У кого больше рыбы в реке. Один второму говорит: а у нас, говорит, столько рыбы в реке. Ведрами, говорит, едешь просто так на лодке и ведрами черпаешь. И в лодку. Черпаешь и в лодку. А второй говорит: это разве рыба? Вот в нашей реке столько рыбы. То, что даже ведро не пролезает. Пытаешься черпануть, а ведро, ну, не лезет в воду.
столько рыбы, такая плотность рыбы, что даже ведро не лезет. Вот так и нашей Печоре скоро блесну будет, кинуть некуда. Кинешь, а там уже язь забагрился. Доминирует Язентий на Печоре. Хотя лет 30 назад еще совсем другая ситуация была, 40 лет назад. Язя было мало. За язем очереди стояли бабки в магазине, я уже говорил не раз. Хариуса было достаточно. Сейчас язя много, хариуса мало. Ну, коль щука не ловится, попробуем пару раз забросить еще раз резинку. Посмотрим, как тот же язь отреагирует на нее. Если нет, попробуем маленькую вертушечку поставить. И язь так язь, половим язя, что теперь. Одна щучка попалась, и то хорошо. Мы ее сегодня зажарим. Жареха полная будет. Просто думал, обычно мы жарим головы, хвосты. Тушку на малосолку пускаем. Но сегодня придется зажарить всю. Не хотят, резину тоже. Ни окуня. Не, рыба есть. Рыба просто не хочет есть. Даже язь вот и тот кидается, но промахивается, или забагрился, или промахнулся. Когда он жадный, он берет ртом. Есть поклевка. Поставил маленькую блесенку, вертушку медную. И вот на нее клюнул у нас язь. Вот такой вот язь, вот такой вот язь. Вот такая вот блесенка с колокольчиком. Первый номер. Копия Blue Fox. Китайской Blue Fox. Выписывал как-то еще на Алиэкспрессе, помню. Особо она уловистостью не блещет. Но язя вот сейчас нам поймала. Вроде все тоже. Но что-то не то, видать. Если оригинальный Blue Fox ловит на ура, то это так себе. Оригинальных у меня сейчас, наверное, уже и не осталось. Я их теперь просто не покупаю. Дорогущие стали. А раньше была желтенькая такая с красными точечками. Вот долбила она рыбу. Второй, третий номер. Сейчас это дорогое удовольствие. Все. Нет, не все. Была поклевка. Есть. Что-то есть. А кушок вроде бы нет. Что-то не крупное. Да, это окунь. Я чуть не выкинул окушка этого с ведра. Окушок. В общем,
Замучился я, короче, с этой мушкой. Постоянно цепляется. Убрал мушку. И в идеале, конечно, бы надо поменять поводок. Он скрутился после этой щуки. Может быть, из-за этого, то что он кривой весь. А поводки, я не знаю, у меня есть, нет там. Да нет, в принципе, ровно. При натяжке ровный вроде бы как. Поставил вертушечку. Еще одну. Вот такую вот. Я уже ставил Maps Aglia Made in France. Двоечка. Дорогущая. Ну, рабочая. Есть поклевочка. Наконец-то не прошло и полгода. На вертушку клюнул. Кто? Щучка? Щучка. Что, пробуем так поднять? Получилось, наконец-то. Ай, красотка. Как я тебя долго ждал. Вертушечка мэпсовская сработала. Наконец-то. Что только мы не пробовали. Воблеры и все такое. Закроем, чтобы не выпрыгнуло. Так, а у нас тем временем поплавок вроде бы утонул. Да. Окунь. То затишье было. Дольше часа, наверное. А то сразу клюнуло. И на спиннинг, и на удочку. Так, ладно. Продолжайте в этом же духе. Вот там вот на середине щука взяла. Может быть, еще рано отпускаем руки. Может, все еще наладится ближе к вечеру. Дай бог. Больше часа не было поклевок. В тупую просто полоскал блесна. Воблеры меняю. Резину еще вот не ставил. Большую резину. Может, и стоит попробовать. Ну, 2 щуки поймали уже хорошо. Ненскаден. Это, наверное, ёрш. Нет, не ёрш. Что-то хорошенькое было. Что-то добренькое. Ну, давай, 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 давай. Вот, о, окунь. Окунь тоже хорошо. Но берет еле-еле. Ну вот. И удочка сработала.
Приехал вот на еще одно новое место. Спиннинг покидал. Сейчас уже съемку не включаю. Бесполезно. Вон такой у нас улов уже. Решил попробовать удочку. И наконец-то клюнул. Вот еще. Опа. Еще поклевочка была. Не знаю. Это случайность или заклевала. Ну, по крайней мере, одного язя я поймал, и еще одну поклевку видел. Опять прошло уже около часа бесполезного кидания. Раз 15 уже останавливались. Оп. Поклевка была. Видно, что язи мальков гоняют возле берега здесь. Вот тут дамба, на дамбе плещется то ли хариус, то ли язь. Но покидал и мушку, и блесну, и удочку с червем. Бесполезно. Ни одной поклевки не видел. Летом здесь у нас тиховод, курья. Сейчас, как мы видим, вода большая, еще есть течение. О, на поплавок прыгнул. Рыба есть. Вот она плещется везде. Но не хочет брать. Сейчас сделаем глубину поменьше. Раз она наверху. Смотри, осторожничают. А, нет. Была поклевка. Вот. Есть еще один подсек, сразу считай. Пока он не передумал. Так, ну что? Это хорошо, янцкада. Так что щука не ловится, окунь не ловится. Будем ловить то, что ловится. 6-метровка загибается, конечно. Оп. Раз. Нет. Но клюет уже хорошо. О, ух ты. Вот это добрый дядя. Это хороший язь. Так. Где у нас сачок? О, щука. Нет, окунь. Хороший окунь. Или что это такое? Язь. Язь. Блин. Раз. Наш. Вон, смотрите, друзья, какого язентия на удочку. Килограммовик, не меньше. Вот такой лапоть. У нас на закидушке-то, на продольнике-то такой не попадал. Во. Вот это язь, так язь.
Всем язям язь. Тихо, 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 тихо. Нахуй лучше закрою. Вон, видели, да? Приятненько такого тащить. Так. Уже становится немножко интереснее. Вот это мне уже начинает нравиться. Бесполезно даже близко удочкой не вытащить. Деревянной удочкой мог бы я попробовать, но не стоит. Давайте попробуем еще. Язя походу здесь немерено. Оп, оп, видели, да? Опять подходил к поплавку. Можно, наверное, еще меньше глубину сделать, я так думаю. Если они поверху плавают. Так. Вот так вот где-то. Ну, милости просим. Оставил удочку с червем, пока решил попробовать эксперимент. В общем, убрал поводок. Поводок убрал. И поставил маленькую блесенку. И пока этим делом занимался, на удочку уже клюнул язь. Я пока это дело заметил, он уже ушел. Так, ладно. Попробуем еще. Вот так вот была моя удочка. Убрал поводок и нацепил вот такую маленькую вертушечку. Сейчас попробуем. Вот он везде плещется, но не берет. Потом еще резинку попробуем. Опа, есть. Была поклевка. Не успели. Но он там. Он распробовал укус червя. Оп, оп. Ух, какой он резкий, а. Вот он. Попробуем так. Не получилось. За борт. Язику повезло. Не для меня. Язёк клюет. Раз.
В общем, они еле-еле дергают эту червя. Если успеешь подсечь, он твой. Не успел, он не твой. Вот, сошел уже в сачке. Все равно нашли мы к ним подход. Все равно нашли. Так, ну вот. Поставил последнюю батарейку, поменял. Не знаю, что там вторая она снимала. Начала глючить. Пару поклевок прозевали. Вернее, не засняли. В общем, он такой улов. Он такой лапоть у нас один. Остальные средние озючки. Спиннинг не берет. Берет только червячка. И то очень и очень осторожно. Надо успеть подсекать. Так, еще одного подсекаем. Подсекаем. Иди сюда, иди. В сачок ушел. Чуть-чуть тени хватило. Сначала поднимался к поплавку. Потом клюнул на червя. Вот клюнет, надо сразу подсекать. Не подсек, он, считай, ушел. Ловим то, что ловится. Щука, окунь сегодня бастуют. Плотвичку сейчас поймали недавно. И вон язики. Зато интересно. Во-во-во. Давай. Ну, не каждый заброс. Я говорю, сегодня рыба неактивная, видать, что-то с погодой. То, что резко похолодало, скорее всего, из-за этого. С товарищем разговаривал по телефону. Вчера рыбачили на блесну. Щука, говорит, брала на все. И на блесну, и на резину, и на колебалку, и на вертушку. Средняя такая, говорит, около килограмма. Половили хорошо. Сегодня вон только поймали с горя пополам 2 штуки, и все. Не хочет. Странно, даже червя не хотят брать. Вот только, вот, нет, взял. Ай, камера что-то заглючила, опять выключилась на самом интересном месте. Еще одного езя соблазнили. Опять сначала прыгнул на поплавок, а потом уже на червячка. Возможно, пока мы поднимаем этих язей, шумим, язь отходит. Может быть и такое. Они шума боятся. Потом тишину соблюдаем и подходят по новой. Может быть и так. Потому что минут 5 не было поклевок. Опять прыгнул на поплавок сначала, потом взял червя. Может быть, они пока шумим отходят. По крайней мере, когда летом рыбачишь, идет косяком язь. Кидаешь блесну, одного поймаешь,
Пока тащишь лодку, и косяк уже уходит в сторону. Ну, потихоньку, потихоньку. Очень потихоньку улов растет. Что, попробуем так. Получилось. Опять то же самое. 5 минут тишины. Да тише ты. 5 минут тишины. И потом поклевка. Получается, пока мы вытаскиваем эту язя, остальные, видать, отходят. Потом тихо сидим, не шевелимся, не шумим. Потихоньку, видать, подходят обратно. Подряд двоих еще не получалось вытащить, чтобы сразу двое были. Вроде поклевка. Ага. Опа, здесь сход. То же самое. 5 минут, хоть засекай время. Проходит 5 минут. И следует поклевка. Ну, сейчас мы его не подняли. Может быть, еще раз клюнет кто-то. Сильно не шумели сейчас. Что-то надоело мне. Скучная рыбалка стала у нас. В общем, пол-ведра рыбы почти 20-литрового. О, вроде бы поклюнул. Сейчас еще одну попытку сделаем и оттолкнемся от берега. Пойдем по ветру, сколько успеем, покидаем спиннинг. И скоро будем уже закругляться. На окуневый глаз только закинул, сразу поклевка. Это что получается? Червя не хотят, а окуневый глаз хотят. Заглотил жадно. Ну-ка. Случайность это или закономерность? Сейчас проверим. Прям сразу, только закинул, сразу последовала поклевка. И все. Пошумели и отошли. Говорю, два. Еще вот эти язи прыгают здесь. Две поклевки подряд не получается. Но клюнул прям так качественно на глаз. Сразу. Хоп. Оп. Промахнулся.
Да что-то, блин. Кто там? О, хороший. Опачки. Получилось. Глаз работает. Блин, хотел же оттолкнуться и ехать уже. Ну как вот уехать, а? Давай червя попробую. Нет, на плотвинный глазик попробую. Он красненький, красивенький. Так. Вот так вот выглядит плотвинный глаз. Ну давай. Странно, ни одного окуня. Одни язи. Так. Ну и все, пожалуй. Поклевки прекратились даже не через 5 минут. Все-таки мы оттолкнулись вон оттуда, с клевого места. Идем по ветру. Блесенку еще покидаю раз 10, наверное. Может быть, что-нибудь клюнет еще. И все. 9 час вечера уже. Душу отвели. Щуку мы, главное, поймали. Аж 2. Вон пол ведра язей накидали. Вон один какой здоровый на удочку. Ну, это с щуками вместе. 2 щуки. Это отличная жареха там будет. Несколько окушков. И язи. Язь. Кругом язь. Ну, не берет вертушку сегодня. Ни воблер, ни вертушку ничего не берет. Я уже поводок убрал. Чисто блесенку маленькую на леску нацепил. Думал, чтобы менее заметно было. И так быстро сейчас воблер не закрутишь туда. Не поменяешь. Ну ладно. В общем, еще 3 раза закидываю. Летом возле этого островка мы тоже неплохо ловили прошлый год. С Иваном Григорьевичем. На день рыбака мы здесь в ведро, наверное, за час накидали окуней. Вода упадет, здесь мы тоже попробуем. Да не в воде дело даже, кажется, от перемене погоды или что, я не знаю. Резкое похолодание, резкий перепад давления. Не знаю, в чем причина, но кроме язи тут осторожничает. О, нет, вот, что-то клюнуло. Ну что, щучка. Опачки. Вот так вот. Все-таки 3-ю щуку мы поймали. На вертушечку. Хорошо, что хоть не заглотила. Вот, а мы язей, блин, ловим. Мы язей ловим. От Янскадан напоследок. Значит, так было суждено. Значит, так оно должно было и быть. Звонила Валентина, уже ругается, затопила баню.
Приехали в деревню сегодня. Единственный выходной завтра. А я на рыбалке пропал. С утра уехал как на работу, так целый день на реке. Когда говорят болен рыбалкой, это как раз, наверное, вот про этот случай. Когда есть поклевки, то очень сложно остановиться. Вот. Ну вот теперь вот точно можно остановиться. Кидаю 5 раз и все, выезжаем, хватит. Так, вот, смотри. Раз. Хоть даже и клюнет, все равно. Вот тут дамба вся еще под водой. Мы еще половим обязательно. Если успеем до окучивания картошки, уедем на денек. А после прокучим, как может быть с ночевкой получится куда-нибудь, если вода упадет. 2, 4. Все, сейчас потоком вынесет. Течением. Очень еще вода большая. Очень большая. Далеко еще не летняя. Падать и падать. И все. Заключительный раз. Все. Подхватило течением. Ну вот и все на сегодня. Здесь уж смысла нет. Тут глубина метров 5-6, наверное, уже. И на том спасибо. Сказали последний раз, значит последний раз. Подводим итоги. Так, ну что, подводим итоги. День не прошел даром. Ведро рыбы мы на спиннинг поймали. Это вот самая маленькая щучка. И там где-то вон вторая щука. Чуть больше. Где там вот самая первая, самая крупная щука. Вот она. Это больше килограмма. Кило 300 может быть даже. Отличная рыбалка. Начало есть, продолжение будет. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч на канале Коми Рыбак. Обязательно увидимся.